Значит, ну, уважаемые коллеги, как говорится, нас очень хорошо Михаил Ефимович направил, значит, по работе, как должны мы работать. Ну, я вот вспоминаю свои, как бы, прошедшие годы, когда работал главой ВУЗа, как раз Михаил Ефимович нас учил именно в этом направлении по семейной экономике. Значит, как поступать, значит, с друзьями, с коллегами, значит, с жителями наследков, улусов, вот проводить ту политику именно по развитию семейной экономики. Мы тогда учились действительно, значит, считать, сколько у нас наследия там производилось валовой продукции, по животноводству, по коневодству, по, значит, скороспелке. Вот это все мы проходили. Поэтому спасибо большое, Михаил Ефимович. Чуть-чуть вспомнил, как говорится, молодость. Коллеги, давайте таким образом, да, ну вот у нас... Михаил Викторович, вы работали в мебельной фабрике? Да. Так. И вы наяву были свидетелем, когда вы купили итальянскую новую технологию, совершенно другая продукция пошла. Да. Так? Вот что такое технология. А 21 век – это век технологии. Да. Без технологий высокий урожай не получим. Согласен, Михаил Ефимович. Да, покупали, значит, ваша помощь была такая большая. Я их монтировал, я их эксплуатировал, я их, значит, внедрял в производство, поэтому все это прекрасно понимаю. Уважаемые коллеги, давайте, вот есть проект протокола, вот я бы хотел бы все-таки остановиться на предложение Михаила Ефимовича. Вот раньше действительно была проект «Три долины», если меня память не изменяет, долина Аркяни, долина Туймада и долина Иксели. Вот такой проект обсуждался, значит, по тем или иным вопросам, возможно, она на сегодняшний день не имело место быть развитие, но вот то, что касается долины Аркяни, Олег Валерьевич, ну, уважаемый Олег Валерьевич, как вновь избранный глава, считаю, вот, ну, постепенно наступает время уже. Тогда, может быть, в 90-х годах, в начале нулевых годов, возможно, значит, ну, не было возможности. Тогда, почему вот до сих пор не сбилось. Вот на сегодняшний день, коллеги, у нас, в принципе, все есть. Все есть, и финансовый ресурс у нас есть. В принципе, вот правильно Михаил Ефимович говорит, есть определенная централизация. Мы сегодня, Михаил Ефимович, вот новые механизмы развития, вот то, что мы по закону будем передавать по механизмам сельского хозяйства, начиная со следующего года, там у нас как раз механизм передачи финансовых ресурсов муниципальному образованию. И главы будут сами решать, куда, как направлять именно эти средства, а не Министерство сельского хозяйства. Вот это как бы считаем, что это первое как бы направление. Неплохо было бы в будущем, ну, я как бывший работавший главой и жилищно-коммунальное хозяйство передать. Потому что в свое время все централизовали, а сейчас пришло время потихоньку отдавать. Поэтому здесь я в этом направлении, конечно же, поддерживаю. Ну вот в части долины, Олег Валерьевич, так, да. Тимур Панды здесь, по-моему, здесь еще есть, да? Тимур Юрьевич, да. Министерство экономики. Коллеги, вот давайте данный проект, вот то, что предложение Михаила Ефимовича предложил, мне кажется, надо, ну, наступило время, значит, как его изучить, не только изучить, и на Министерство экономики надо локомотивом выступить именно в этом направлении. Давайте начнем с долины Аркяни. А там уже и наступит и Туймада, и, возможно, Иксели, но, по крайней мере, как пилотный проект, это уже Аркяни надо, в принципе, надо что-то делать. Тимур Юрьевич, я очень прошу, значит, я прекрасно понимаю, что у нас Министерство экономики, конечно, со своим тором, значит, со своими проектами, может быть, и завален, но хотелось бы именно в этой части, именно на уровне муниципального образования, данный проект как-то надо все-таки развивать. Ирина Сергеевна, я попрошу как куратора, значит, в этом направлении быть тоже локомотивом данной идеи.
Ну, с моей стороны, конечно, поддержка чисто моральная, значит, и так далее, это само собой будет. Но у нас есть первый заместитель, который курирует вот этот инвестиционный экономический блок, Кирилл Евгеньевич Бычков. Но давайте обсудим этот вопрос. Не знаю, какие сроки вы подготовите предложения, Олег Валерьевич, но у меня вот в проекте протокола этот вопрос я вот в проектном варианте внес, прекрасно понимая, что это надо, откуда-то надо начать, кто-то должен дать толчок, и вот этот толчок давайте с участием Михаила Ефимовича, давайте мы сегодня дадим. А там уж, как говорится, да, как-то надо, как говорится, ввязаться надо в драку. Олег Валерьевич, а вы как глава действительно должны навязаться в драку. Вам терять нечего. Вы уже, как говорится, вам еще 4,5 года, как говорится, отрубить, никто вас трогать не будет, но самое главное, инициатива должна быть с вашей стороны. Значит, Михаил Ефимович здесь поддержит. Мы сами собой, конечно, поддержим. И все вот эти проекты, которые вот аграрные, там, туркластер и так далее, вот Михаил Ефимович наш иногда критикует в части, вот много говорит. Да, и действительно, у нас много болтовни есть. И здесь я четко говорю, что так оно и есть. А надо это же внедрять. Сколько можно, вот, значит, сейчас уже все есть. Сейчас у нас инвестбюджет худо-бедно есть. У нас федеральные средства появились. У нас мы по комплексному развитию сельских территорий, коллеги, в следующем году 1,5 миллиарда рублей по всей республике. Самое большое финансирование мы получаем сегодня именно по этой программе. Ну, это хорошо, значит, еще надо работать. Олег Владимирович, по части сельского хозяйства. Сейчас, конечно, ситуация такая, что надо на конкурсах участвовать. Просто так, сейчас просто деньги никто не дает, но конкурсные процедуры никто не отменял. Мы должны участвовать. Мы в этом направлении поддерживаем. Самое главное, чтобы были проекты. Нормальные, простые, значит, здоровые проекты, которые мы сможем поддержать. Не такие гигантские, а именно простые, чтобы вот именно расти. А вот что касается наших коллег, вот Ханаласас, там, значит, Немигунский хлебозавод, ну, им просто, как говорится, как минимум не надо мешать, как минимум. А подталкивать, вот, значит, Сахачай, может, еще кто там, в Хангаласском УУСе есть на что посмотреть. Вот Улаханан, там, Берте, значит, Экоферма, это надо все это поддержать. А вот туркластер, коллеги, это да. Вот не зря вот Михаил Ефимович говорит, что многие иностранцы, вот я тоже вижу, что многие иностранцы приезжают, значит, смотрят, а потом, ну, действительно критикуют. Критикуют, потому что у нас нет инфраструктуры. И мы, Ирина Сергеевна, должны, да, действительно подтянуться в этом направлении. Александр Игоревич, значит, вот выступил, да, конечно, вот проект очень хороший, но надо инвесторов, надо подтягивать. Есть, конечно, желающие, есть желание, надо действительно подтягивать. Поэтому у меня, коллеги, вот, значит, секретариат мой здесь сегодня присутствует. Проект протокола более-менее, ну, он сформирован. Направим всем, значит, главам муниципальных образований поселения обязательно направим. Олег Валерьевич, вам направим. Значит, все заинтересованные министерства, ведомства, тем более те, кто сегодня участвовал, мы направим вам, значит, на согласование. Я очень попрошу в ближайшие неделю, максимум 10 дней, попрошу согласовать данный протокол. Что касается, значит, вот именно конкретно долины опережающего развития, Олег Валерьевич, значит, Тимур Юрьевич и Ирина Сергеевна, я попрошу вот именно вот эту редакцию вам очень хорошенько согласовать надо. Михаил Ефимович, еще покажите обязательно этот проект. Хорошо? Да, принято. Тимур Юрьевич, я на вас очень надеюсь. Вы как, значит, креативный молодой человек в этом направлении скажете свое веское слово в Министерстве экономики. Хорошо? Договорились? Все, Коллеги,
Всем большое спасибо. Спасибо большое Михаилу Ефимовичу. Еще раз поздравляем Михаила Ефимовича с большой наградой, прошедшим днем рождения. Значит, всем нам здоровья, чтоб не болели. Хотя болезнь она такая, но мы его победим все равно. Всегда мы должны быть впереди. Всем спасибо, коллеги.